Я нашел очень много хороших единомышленников в разных странах, и мне помогли делать то, что я бы хотел. Но по работе мы сейчас действительно хотим побольше заниматься подростками и двигать вопрос правосудия для подростков, ювенальная технология. А в личном я хотел бы чуть-чуть побольше ездить не по работе, а по отдыху. Добрый день, дорогие друзья! Мы с вами продолжаем заседание нашего консервативного аналитического клуба. И сегодня мы рассмотрим вечная тема – это воспитание наших детей. Когда-то, еще по молодости, я помнил людей, которые работали в детской спецшколе. Директор, который рассказывал, какие проблемы у него в этой школе, как приходится обучать учителей, потому что все дети были с определенными отклонениями, у кого зрение, у кого слух было отклонение. Было в этой школе достаточно много и медперсонала, и врачей, и медсестры, которые могли оказать определенные услуги тому или иному ребенку. И вот когда я с ним разговаривал, я понял, насколько это вот была серьезная работа, именно обучать детей с теми или иными видами болезней. Серьезными болезнями, там либо по слуху, либо по зрению, либо по речи было. И вот несколько лет назад у нас пошла такая волна на инклюзию. Что такое инклюзия? Это когда берется класс нормальных учеников, которые по здоровью приблизительно одинаковые все, плюс-минус там, которые по умственному развитию своему тоже более-менее соответствуют возрасту. И вот в этот класс подсаживают человека, ребенка, который имеет либо болезни, либо развитие заторможенное, либо просто, что кажется, крайний случай, когда он плохо развит умственно. И хотят, чтобы вот этот ребенок потом учился и был таким же, как и все остальные школьники. И вот эта вот инклюзия насаждается очень усиленно. Но, как показывает практика и опыт, что чаще всего не этот ребенок становится таким, как все остальные, а наоборот, весь класс приходится, уровень образования всего класса начинает чаще всего падать, потому что учительница должна ему уделять много времени. Это в лучшем случае. В худшем случае такой ребенок сидит на последней парте, он может и член показать из-под парты, может еще что-нибудь вытворить. Так, на парту заскочить и да. показать. Ну, я просто слышал, когда парень сидел и показывал. Это всю дорогу, а есть что заскакивать на парту. Вот, олигофрен, что ему? Мне когда-то доводилось преподавателем работать в школе. Ну и вот таких вот историй я тогда наслышался. Но тогда это было, как говорится, вопрос решался, отправлять его в спецшколу или не отправлять. А здесь наоборот. Вот таких людей начинают сажать в общие классы. И, допустим, я знал случай, когда ребенок вел себя крайне неадекватно, и к нему просто учительница приходила на дом преподавать, потому что его с детьми было опасно держать и ввиду его агрессивной политики. И вот теперь вот хотелось бы послушать мнение Гаила Львовича на этот счет, что он может сказать по поводу инклюзии и по поводу тех тенденций, которые в нашем обществе сейчас в образовании начинают укореняться. Ну, прежде всего, так что мы должны знать? Это не волна. У каждой волны в обществе, у каждой волны социально-духовной
деструкции имеется генератор. Генератор это инофонды, с которыми сотрудничает Беларусь. Надо сказать, что абсолютно все фонды ООН, они действуют в рамках программы расчеловечивания, и которая необходима для сокращения населения. Если мы говорим, например, о Соединенных Штатах Америки, сегодня ситуация несколько иная, чем она была, скажем, полвека назад, когда Киссинджер подал свой знаменитый доклад NSSM-200, где он объясняет, что надо сокращать население мира. Надо сокращать население мира, чтобы Соединенные Штаты и их союзники, тогда, конечно, не разлей вода, могли дальше уживать мировые ресурсы в непропорциональных количествах. И вот он там перечисляет 1 к 1 все фонды ООН, они должны будут в этом участвовать. Это чисто сокращение населения. Это политика американского имперофашизма. Но после развала Советского Союза, сначала в русле политики имперофашизма, а затем под влиянием тех интересов, которые, собственно, глобофашистские круги, под руководством господина Рокфеллера и фондов, которые он направляет, разработали, пошли вверх все моменты, которые связаны с огульным расчеловечиванием, не только с препятствием деторождения людей. Извращение, подрыв института семьи и, в частности, деструкция образования. Как говорит болгарский, известный нам со времен коронабесия, Пламен Пасков, депопуляция, дебилизация, деинструализация. Так. И понятно, что деструкция образования – это одна из задач. По отношению специфической инклюзии я заготовил доклад не такой большой, на 9 страниц, где по пунктам разобрал на основании многих, скажем так, часов налета разговоров с преподавателями, с родителями детей, которые учатся в школах, где есть инклюзивные классы. Так, родители детей, которые учатся в самом инклюзивном классе, на контакт не пошли. Вот, преподаватели, естественно, пошли на контакт инкогнито. И беседу с одним из них я с изменением голоса разместил тоже на своем канале. И там это есть. Значит, тема, так сказать, голова короля, да? Что вынуждают всех от нижнего преподавателя до дальше и т.д. Докладывать о необычайных успехах и писать, как хорошо эта инклюзия. Хотя все понимают, что это настоящая деструкция. Естественно, никаких предметных вопросов на эту тему я не получил. Вот. И принял меня и министр образования. И когда я, собственно, завел, он сказал, да, все, конечно, ну вот если у человека нормальное умственное развитие, ну у него там многие руки не ходят, то все, но почему бы его не покатать на инвалидной коляске, если он учится нормально? Ну хорошо, это, скажем, крайние, да, так сказать, вопросы. Надо ли представлять человека, который не в состоянии вообще сам передвигаться, представлять к нему тьютера, так называемого, бюджет, и катать эту коляску по коридору, но вообще-то как бы обычная школа, где люди приходят получать образование, это не паралимпийские игры. Вот. Но самое печальное, что это было сплошное лукавство, все это обсуждение. Что делать с ребенком, у которого нормальное умственное развитие, который передвигаться не может. Потому что сажают олигофренов, сажают детей ОПФР с особенностями психофизиологического развития, которые, так сказать, он и писает, и какает, как говорится, в 7 лет, а в Советском Союзе говорили, по-разному дети развиваться. В 7 лет приходит класс, все писают, какают там, где надо, все едят сами не из ложки, у всех есть зубы, и все в состоянии просидеть 45 минут, значит, и потом четверть часа побегать, и не просясь в туалет. Но если кто-то просится, можно отпускать туда-сюда. Вот это так можно начать получать образование. Когда в классе сидят дети, которые не отвечают этим критериям, часть из них или всем, понятно, что уже происходит застрел на деструкцию. И тем более далее, в школе по надначальной, в 5-6 классе преподаватель должен объяснять предмет, а вот этим самым ОПФРникам надо снова и снова пытаться научить их читать вообще. И это называется инклюзия, то есть это конкретная деструкция. Конкретная деструкция. Далее, что еще нам приносит фонд ЮНИСЕФ?
Фонд ЮНИСЕФ приносит нам ювенальную юстицию. И, собственно, есть ролик в интернете, если кто-то побежит его убирать, не надо, уже скачан. Вот. И там представители ЮНИСЕФ тут теперь работают и на фонды ООН применительно к страновым условиям. И у нас наше постсоветское пространство, мы знаем, что тут фамилии такие, как Собака Сама Макака, Зунат Чингисхан, Баобабоса Авиахим, которые указывают, ну, это как бы выдуманные имена, да, которые дают некую аллитерацию, кто в курсе, представителям фонда ООН, которые тут у нас были и есть. И люди на Беларуси уверены, ну, это наши доброжелатели, это наш любимый третий мир, да, они точно плохого не несут. Это полная чушь, да. И вот представитель фонда ЮНИСЕФ говорит, мы будем продвигать ювенальную юстицию. Надо хорошо понимать, что такое ювенальная юстиция. Она делится на две части. Это значит, правосудие в отношении несовершеннолетних, оно отдельное. Оно не является частью общего правового государства. Там решают соцслужбы фактически, да. А суд обязан слушаться их рекомендаций. Значит, с одной стороны, изъятие детей из кровных семей, поточно. То есть родители сразу заменяются, родительство заменяется соцслужбой. Это смысл ювенальной юстиции. В странах Западной Европы масштабы совершенно фантастичны этого дела. И как мы, собственно, все поняли из пресловутого скандала с Джеффри Эпштейном, его островом удовольствий, идет поставка детей, собственно, на педофилию, на сексуальную эксплуатацию на всех уровнях, да. И в Западной Европе оно принимает совершенно фантастические размеры. В части была некая семья с Украины, которые мигрировали, и которых, значит, детей затянули в это дело, и он ознакомился с материалами всеми этими. Есть несколько с ним записей и обращений его в французское посольство на Украине предыдущее еще десятилетие, да. И он рассказал о судебном деле по педофилии, собственно, связанной вот с этими похищенными из семей, законным образом похищенными детьми, громадных количества. И когда началось это дело, где-то, я уж точно не помню цифр, что-то порядка 30 человек свидетелей, они просто исчезли. Они просто исчезли. Да, родные пошли, заявили в полицию, сейчас такой-то человек. Да, полиция искала, не нашла. Искала, не нашла. Потому что там было замешано буквально руководство уже, так сказать, на высших этажах пирамиды Жорева, ряда европейских стран, Франции, Бельгии в основном. Вот так. Это ювенальная юстиция, изъятие детей из кровных семей. Ну, понятно, у нас в Беларуси этого нет, но горе не беда. Просто изымать из кровных детей, давать, соответственно, заработки. Инофондом от этого инофонда, тот, кто тут работает представителем. И вторая часть зато, это ненаказуемость несовершеннолетних преступников. Так? Тот момент, как вот эта ювенальная юстиция была запущена в странах Европы, там преступность подскочила. Поэтому все то, что мы слышим, и такие слегковерные люди, просто они меня удручают, да, в нашем русском мире, видишь, Рунет, видишь, все это там они, значит, рады подхватывать вопли о поганых, значит, мигрантах, которые насилуют светлых белых женщин, в общем, там массовыми и всякое такое. Нужно хорошо понимать, что криминальный беспредел в той или другой стране, так, это функция не этноконфессионального происхождения, тем более биологического облика преступников. Даже если люди определенного этноконфессионального происхождения или определенного биологического облика составляют громадные проценты тех или иных преступников. Это проблема этого государства, его правовой системы, социально-духовного, морально-этического, эксиологического поля этого государства. Так? А не того, что те-то и такие-то люди. Я приведу пример, мне очень-очень хорошо известный, да, значит, среди массовой миграции именно людей, так сказать, никак иудеями не являющихся, и совсем недавно прозвучало заявление, значит, в Израиле уже открытое, есть там один престарелый и законченный подонок, ненавистник иудеев,
бывший короткое время главой правительства и начальником генштаба, возглавляет сейчас либерастов, лагерь либерастов. Игуд Барак, и он сказал, что мы должны привести массы людей, и, значит, их условно, так сказать, обгиюрить, комментировать, чтобы вот они назывались евреями, и они будут составлять это еврейское государство, чтобы верующие иудеи, значит, там не махали мохнатыми своими рожами. Вот, заявил открыто. Так вот, привезли массы людей, начиная с середины 90-х годов, никак не иудеев, постсоветского пространства. Был громадный всплеск преступности, в котором большую роль играли, значит, русскоязычные преступники. Что понятно, опять-таки, среди населения, среди моих единоверцев, не запятнанным марксистским видением реальности и политологическим образованием, значит, вот русские преступники, русские то, русские все, как бы, да нет, это сионистские преступники, это правящие клики преступники, это государство правового беспредела, государство, где паханы криминалов в почете, сидят в особых почетных тюрьмах, где адвокаты самые дорогостоящие, которые защищают бандитов, сидели на одной скамейке с этим судьем, который их судит. И они все найдут отличное общее, значит, где невозможно искоренить торговлю наркотиками. Потому что когда полиция, если приложит усилия, выявит тех, кто называется пушеры, низовое звено сбыта, да, значит, вот, и так судья говорит, что вы мелкую сошку. Когда выявляют звено среднее, говорят, ну хорошо, да, блестящий оператор, но это все среднее звено. А кто там во главе? А кто во главе, там вообще и паханы, которые все, так сказать, ничего не будет доказано. И все там, и цинично улыбаясь, значит, и на бравых полицейских служак, которых уже все меньше бравых и честных почти что не осталось, но есть всю дорогу. Всюду, в любом народе, в любом милье, так сказать, есть честные люди, и в полиции израильской есть такие люди, да. И он смотрит им прямо в рыло и говорит, ну это что же, среднее звено, кто-то во главе всего, это во главе тот, так с ним в тель-авивском кафе, так сказать, пьет чай и все. Я нашел очень много хороших единомышленников в разных странах, и мне помогли делать то, что я бы хотел. Ну, по работе мы сейчас действительно хотим побольше заниматься подростками и двигать вопрос правосудия для подростков, ювенальная технология. А в личном я хотел бы чуть-чуть побольше ездить не по работе, а по отдыху. Значит, ненаказуемость несовершеннолетних преступников и колоссальный всплеск пошел, это когда вот эти пошли все глубофашистского человечивания тренды, в Западной Европе пошел колоссальный всплеск преступности. А мигранты, собственно говоря, поймали эту волну, и в стране, где уже правовой беспредел, где не карается сурово физическое насилие и сексуальное насилие, в такой стране, гуляй, Вася, пусть им будет на здоровье, Гейропа заслужила, безусловно, то, что там сейчас происходит, заслужила, может, и намного больше. Это уж моя, так сказать, личная и моих единоверцев заметка на полях. Вот. А в Беларуси, конечно, такое не творится, но что творится? Вот мы все слыхали про лобби, которое крышевалось на самых высших уровнях пирамиды. И родителей и несовершеннолетних распространителей наркотиков. Так? Почему-то у нас не сложилось лобби родителей детей, которые оказались в инклюзивных классах, где налицо деструкция ввиду, так сказать, тех средств, которые... Что, вернусь опять к вопросу сейчас тьютера с коляской. Так это значит что? Машина с шофером? И что же деньги? А комиссии, которые решают кому что? Они что? Меньше денег потратят, как бы тоже экономия, да, это все деньги государства. А ты на фондов только там... Зарплата на тех, кто толкает этот проект, исследования, пишет гранты значит, университета. Как хороша инклюзия, как она должна быть обязательно. Так кто-то еле-еле ходит, на него уже нету
машины с шофером, тьютера с коляской. Там уже фактически преподавательница тащит его в столовую с класса в класс. Вот. И не сложилось в лобби родителей. Тех детей, которые от этого страдают, да и дети ОПФР тоже от этого страдают. Потому что, как говорят, детский коллектив жесток, по щучьему велению. Люди должны развивать качество милосердия и морально-этический высокий уровень. Должен созреть юный человек до этого уровня. А когда его бросают в воду плавать с камнем на шее, и можно понять, какое отношение к детям, которые вот так Вы вот знаете, плачут. я вот помню по молодости еще, я когда в Могилеве преподавал в школе, было 11 параллелей. А, Б, В, Г, Д, Ж, З, И, К, Л, М, по-моему, не помню. И, что интересно, вот отличники, лучшие детишки были в классе А и Б. То есть их отдельно ставили, потому что скорость подачи информации, уровень задач, Каждый которые там ученик были, должен достигнуть максимума, Да. который может достигнуть. да, там просто для, Это даже для среднего ученика. Это было- стволовой национальный интерес. Да. Они обычно потом шли 10-11 класс. Те, которые сзади были, обычно отсеивались, оставляли 3 параллели в 10-11 классе. И большинство из них фактически поступало в вузы так на взлете просто. Равенство возможностей не означает идентичность личных достижений. Безусловно. Вот и всё. Вот. А тут лобби не надо карать. И таки здорово смягчено было законодательство. И понятно, сразу найдено объяснение, мы, мол, решили проблему. Нет, мы решили проблему благодаря ужесточению законодательства. До того, как проблема расцвела пышным цветом, законодательство было мягче, стало жестче, проблему решили. Вернулось оно снова, стало мягче. Как говорится, не будем открывать рот для нечистика, чтобы он подхватил наши слова. И мы их не произнесем, мы все поняли. До сих пор, потому что происходит в системе образования, благодаря фонду ЮНИСЕФ,